Он выбрал профессию одну и на всю жизнь. Ученый и историк Явус Ахмадов долгие годы посвятил изучению прошлого своего народа. При этом легких путей не искал. Много работал с архивными документами, анализировал и сопоставлял различные источники. И в своих статьях и монографиях давал убедительную и объективную картину событий прошедших лет и веков. И, по общему мнению коллег, стал признанным и авторитетным экспертом чеченской истории. Я знаю Яуса Зайндиевича Ахмадова, ну, по крайней мере, лет 40. Это крупнейший ученый, один из ведущих кавказоведов в России, человек, которого очень хорошо знают за пределами России. Многократно он бывал на международных конференциях, в том числе в Англии. Он, безусловно, является талантливым ученым. Еще в конце 20 века вышли его первые работы по истории Чечни, народов Северного Кавказа. Тогда вообще очень трудно было издавать работы по истории, но он сумел. Так что Явус Зайндиевич по сегодняшний день остается ведущим ученым области чеченских, российско-кавказских отношений. По воспоминаниям самого юбиляра, историей он начал увлекаться еще в школе. Хорошие учителя и занимательные книги в библиотеке закрепили этот его интерес. Исторические дисциплины в школе, там история средних веков, потом история нового времени, история новейшего времени, это мне очень нравилось, и я успевал в этих предметах хорошо. Поэтому как-то вот и учителя у меня были хорошие, вот, были прекрасные преподаватели, вот, которые поощряли в этом. Я учился в сельской школе. История est magistra vitae, то есть история наставница жизни. Вот. История учит, как должны жить народы, люди, на исторических примерах. Поэтому с выбором будущей профессии у выпускника проблем не было, впрочем, как и со сдачей вступительных экзаменов в выбранном вузе. Раньше на этом месте находился Чечено-Ингушский государственный педагогический институт. Именно его в 1970-м Явус Ахмадов закончил с отличием. Здесь, в вузе, на историческом факультете, он получил углубленные знания и навыки исследовательской деятельности. И научная работа стала призванием всей его жизни. С именем ученого в республике дети знакомятся еще в школе. Явус Ахмадов является автором 2 учебников «История Чечни». Всего из-под пера исследователя вышло в свет около 200 научных работ. Его монография издавалась в Турции, а статьи в США, Швеции и странах СНГ. Первые его публикации были подготовлены, когда он работал в Чечено-Ингушском научно-исследовательском институте в конце 70-х годов. Явус Зайндиевич – это один из самых оригинальных и взвешенных авторов по истории чеченского народа. Начиная с 70-х годов он пишет об истории чеченского народа. Основные интересы Явуса Зайндиевича – это 16, 17, 18 и 19 века, история чеченского народа и история народов Северного Кавказа, взаимоотношения истории чеченского народа с народами Северного Кавказа, история чеченского народа во взаимоотношениях России, Турции, Ирана, то есть 3 великих держав. Все эти вопросы находятся в поле зрения Явуса Зайндиевича. В 1990 году ученый защитил докторскую диссертацию, работал профессором в Чеченском государственном университете, но вскоре ему пришлось прервать свои научные изыскания. Наступило сложное время, полное трагических событий. Явус Ахмадов начинает заниматься политикой, государственной и общественной деятельностью. С 1994 по 1996 годы он занимал пост министра информации и печати. С начала 2000 года возглавлял территориальное управление Министерства печати и телерадиовещания России по Чеченской Республике. В 1991 году осенью произошла так называемая чеченская революция, вот, в кавычках. И к власти пришли дудаевские искатели приключений, вот, которые хотели, значит, бороться за свободу и независимость, а все остальное они предоставляли людям самим. То есть выживайте. Вот, выживайте. И мне пришлось вступить в схватку, вот, участвовать в этой схватке. Я прошел 2 войны. Вот. С 92 года я уже был в этом движении антидудаевском.
Вот, 8 лет прошло в этой полуподпольной, военной, государственной деятельности. Ну, а потом Москва, вот, работа в государственных органах, в Федеральном министерстве, в Государственной Думе, в администрации президента Российской Федерации. После стабилизации обстановки в республике Яус Ахмадов вновь возвращается к научным исследованиям. В 2000-е годы он участвует в подготовке академического издания двухтомника истории Чечни, а после становится главным редактором и пишет свои главы уже для 4-томного издания. В 2009 году Академия наук приняла решение подготовить 4-томное издание истории нашего народа. В этом издании большое место заняли исследования Яуса Зайндиевича. Он стал ответственным редактором 2-го тома, и 3-й том истории Чечни с древнейшего времен до наших дней, практически 3-й том это написанные материалы Яуса Зайндиевича. Кроме того, он участвует во всероссийских и международных конференциях, публикует сборники документов о взаимоотношениях России и Чечни в 17-18 веках, выпускает и новые монографии. Одной из значимых работ последних лет у Яуса Ахмадова стала большая монография, написанная в соавторстве с Гурамом Кумбой, Джамалдином Курумовым и Идильбеком Хасмагомадовым «История нахов». Она рассказывает, как зародились и расселялись нахские народы в древнейшее время. Эта книга имела большой успех среди историков и простых читателей и закрыла одну из неисследованных страниц истории народа. При этом свои исследования он проводит тщательно, сверяя старые карты по местности, изучая названия сел, рек и склонов. Все, кто его хорошо знает и тесно общается с ним, всегда отмечают его большое трудолюбие, ответственное отношение к фактам, интеллигентность и хорошую память. Еще в период Советского Союза Яус вообще исходил все наши горы. Он побывал вообще на всех исторических объектах, то есть он лично все это изучал, какие-то петроглифы, какие-то особо ценные с исторической точки зрения места. Так что даже сейчас, когда ты куда-то едешь в горы и говоришь, что находишься вот здесь-то, он прекрасно знает даже сам ландшафт этого места. Я удивился, даже один раз я, будучи в Ингушетии, ему позвонил, рассказал, что я вот нахожусь в этом месте. И он прям знал, где там какие скалы, где там какая башня находится. И это действительно, вот это очень удивляет. В свои 75 лет академик Яус Ахмадов полон творческих планов. Недавно он выпустил книгу «Гроза над Кавказом» «Имам Мансур» и готовит еще и другие. У меня есть план, у меня есть расписано все. Вот. У меня висит одна книга в печати. Это в Академии наук Чеченской Республики, где я работаю. Вот. Другая книга уже готовится за моим рабочим столом. Еще одна книга, она практически готова, она у меня вне плана шла. Вот ее тоже надо куда-то пристроить, издать. Вот таким вот образом у меня, по крайней мере, на 5 лет вперед работа и работа. Ну а коллеги, друзья и родные желают в день его юбилея ему больших успехов в научной работе и долгих лет счастливой жизни. Я желаю ему еще долгой, плодотворной научной работы. Самое главное в наши с ним годы – это здоровье и счастье, благополучие в его семье. Селима Цульцаева, Асхаб Дацаев. Новости.